Это новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Единая авиакомпания на Дальнем Востоке будет создана на основе холдинговой структуры. Об этом заявил вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Так, по его словам, примерно по 5% будет принадлежать 10 субъектам, 49% Сахалинской области. Эта большая компания соберет блокирующие пакеты существующих региональных компаний. Систему мер господдержки будут разрабатывать уже после создания большой компании. Трутнев подчеркнул, что эта поддержка позволит снизить стоимость билетов. Трутнев также заявил о том, что на Дальнем Востоке необходимо развернуть строительство нового нефтеперерабатывающего завода. Это поможет снять дефицит топлива. Отметим, что в ряде дальневосточных регионов в конце января произошла острая проблема с дефицитом бензина после остановки производства на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе из-за технических проблем. Это привело к выпадающим объемам производства автомобильного бензина приблизительно на 2000 тонн в сутки, то есть приблизительно на 30 тысяч тонн за период ожидаемого простоя. Число местных жителей, привлеченных на работы по строительству Ленского моста в Якутии, составит до 70%. Об этом в ходе программы «Якутия Лайв» сообщил ИО первого зампредседателя правительства республики Дмитрий Бердников. По его словам, сейчас отрабатывается возможность организации дополнительных краткосрочных курсов по этому перечню, чтобы люди могли получить сертификаты, которые позволили бы им работать на стройплощадке моста. Первый этап проекта строительства предполагает участие на стройплощадке до 500 работников. На втором этапе количество привлеченных рабочих составит до 2000 человек. Мы очень рассчитываем со стороны правительства, что все-таки опираться, в том числе и на наши трудовые ресурсы, и на наш потенциал промышленный, строительный, будут наши партнеры. То есть эта работа ведется. Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции «Алроса» в январе составил 430 миллионов долларов. В том числе предприятие продало алмазное сырье на сумму 421 миллион долларов, бриллианты на 9 миллионов долларов. Как прокомментировали в компании, результаты продаж за январь отражают улучшение спроса на ювелирную продукцию на основных рынках сбыта в Китае и США. Дополнительную поддержку спрос на алмазное сырье получил благодаря отсутствию избыточных запасов в сегменте огранки. Отмечается, что данные по результатам продаж за месяц являются предварительными и могут быть уточнены. Поставки российского газа по трубопроводу «Сила Сибири» в Китай могут удвоиться в этом году, считает посол России в Пекине Андрей Денисов. Ранее компания «Газпром» сообщила, что объем поставок газа в Китай по «Силе Сибири» превысил контрактные обязательства за январь на 2,5% и почти в 3 раза был больше, чем годом ранее. Глава компании Алексей Миллер заявил, что спрос на газ в Китае превышает объемы, зафиксированные в 30-летнем контракте с «Газпромом». Напомним, что поставки по газопроводу «Сила Сибири» начались в декабре 2019 года по участку от Чаиндинского месторождения в Якутии до границы с Китаем в Благовещенске. По итогам 2020 года «Газпром» поставил в Китай по «Силе Сибири» свыше 4 миллиардов кубометров газа. В этом году компания планировала поставить в КНР до 10 миллиардов кубометров. Проектной мощности в 38 миллиардов кубометров компания намерена достичь к 2025 году. КБ «Стрелка» договорилась с «Эльга-Уголь» о создании мастер-плана жилого поселка при Эльгинском месторождении коксующегося угля в Якутии. Речь идет о создании нового города, в перспективе которого население достигнет 20 тысяч человек. Для достижения этой цели будут применяться стандарты ООН и международный стандарт IFC-6. В мастер-плане будут предложены современные форматы жилья для временного пребывания, арендные квартиры, коливинги и отели, а также многоквартирные и индивидуальные дома для длительного проживания. Кроме того, в поселении могут появиться офисные здания, библиотеки, места для занятия спортом и оздоровительные центры. Будут изучены перспективы развития индустриального туризма, планируется развитие железнодорожной инфраструктуры и строительство нового аэропорта. Это были все новости из мира экономики к этому часу.